Маленькая Валерия жива благодаря этим ребятам. Волонтеры нашли ее с поврежденной лапкой в селе Валерик. Котенка удалось спасти. И таких спасенных жизней в приюте сотня. Арендуют помещение волонтеры на собственные средства. Узнав о существовании приюта, журналист газеты «Молодежная смена» Елена Афонина написала о них статью с названием «Надежда на жизнь». Отправив работу на конкурс, девушка и не подозревала, что ее оценят. Было бы очень приятно занять какое-то призовое место, но помимо этого мне бы очень хотелось, благодаря этому материалу об этом приюте, узнала как можно большее количество людей, потому что эти ребята, девушки, парни, которые числятся волонтерами этого движения, они делают очень большую работу. В номинации «Лучший информационный материал» Елена заняла первое место. Диплом победителя получил и Рамзан Мустаев. Этот человек уже многие годы живет жизнью незрячих, помогает им всем, чем может. Готовит и ездит с ними на соревнования, учит их читать Коран по системе Брайля. Наверное, это и способствовало написанию серии материалов на тему «Победившие тьму». Когда я писал статью, я не для показухи это писал, не для рекламы писал. Я писал эту статью, чтобы показать, что вот эти люди сами могут нам пример привести. Сотни фотографий я собрал, сотни публикаций. Не я выиграл этот конкурс, а выиграли все эти тотально незрячие. Они выиграли конкурс своим умением. Конкурс соединения в республике проводится первый раз, но уже собрал сотню желающих принять в нем участие. Работы были представлены самые разные, но рассказать журналисты должны были только о некоммерческих организациях. Мы столкнулись с той ситуацией, что не все в обществе знали, что такое социально ориентированное НКО, что такое НКО в целом, какая деятельность, хотя на самом деле большой объем со стороны общества по поддержке, значит, населения производился. Вот, и мы поэтому пришли к мнению, что необходима дополнительная популяризация этого направления. Но этот конкурс показал, что у нас пресса, в принципе, СМИ освещает эту тему деятельности социально ориентированных организаций, тему волонтерства, благотворительности, поддержки социально незащищенных людей. Конкурс Министерства экономического и территориального развития и торговли инициировал в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К тому же в этом году ведомство провело и конкурс среди самих НКО. Мы впервые в этом году также участвовали в федеральном конкурсе, получили федеральные субсидии, и, соответственно, Рамзан Ахмадович из резервного фонда выделил 5 миллионов 350 тысяч рублей. Был конкурс по социально ориентированным некоммерческим организациям. 16 социальных некоммерческих организаций получили гранты. Более активно будем участвовать. Постараемся стимулировать и журналистский корпус, и материальными поощрениями в рамках реализации программы на следующий год. Десятки участников, и только лучшие из них получили диплом победителя. Изначально конкурс не предполагал ТВ-номинацию, но организаторы все же решили ввести свои коррективы. Итак, в специальной номинации первое место получила и ведущая передачи «Могушмярша» Зара Газалапова, которая также является актрисой театра юного зрителя. Сразу после награждения Зара поехала поднимать настроение самому маленькому зрителю. Я больше цветы люблю, потому что Первый конкурс журналистских работ «Соединение» завершился. В этом году он определил 5 победителей в своих номинациях и 3 лауреата. Организаторы планируют сделать его ежегодным, для того, чтобы благодаря работам журналистов республика узнала о новых благотворительных и волонтерских движениях. Амина Газиева, Динара Мурадова, Адам Чекуев. Новости.